Многие задаются вопросом, почему это ингуши подняли такой скандал вокруг того соглашения о границах между Чечней и Ингушетией в горной части Кавказа. Я хочу по этому поводу дать разъяснение. Не понимает сути настоящего дела, этого дела не только за пределами Северного Кавказа, но и даже на Северном Кавказе. Сопредельные, соседние наши народы не понимают иногда, в чем дело. Поэтому я хочу дать разъяснение. Вот карта Ингушетии, которая существовала до 1944 года, 22 февраля. 23 февраля нас поголовно всех депортировали в Казахстан. Та республика Чечения-Ингушетия состояла из двух частей. Чечня и Ингушетия. Вот один субъект такой был. Автономная республика Чечения-Ингушетия. Вот это Ингушетия, ее карта. Ингушетия тогдашняя состояла из 7 районов. Ачалукский, Галашкинский, Малгобекский, Назрановский, Пригородный, Псидавский и Суджинский. Вот это Ачалукский район, Псидавский, Малгобекский, Назрановский. Вот это заштрихованный красными линиями, это Пригородный район, Назрановский, Суджинский район, вот это Галашкинский район, вот состоял из этих 7 районов. Мы отбыли наказание 13 лет в Казахстане. В 1957 году Чечено-Ингушская автономная республика была восстановлена. Но она была восстановлена не полностью на той территории, на которой находилась Чечено-Ингушетия до нашего выселения. Пострадала Ингушетия. От Ингушетии были изъяты земли Пригородной район в пользу Северной Осетии. Потом вот такой кусок вот здесь в пользу Северной Осетии. Вот такой кусок на севере еще в пользу Осетии. Вот такой кусок еще. И здесь поселок Эзми с гидроэлектростанцией, эту гидроэлектростанцию грузинское правительство в 1957 году подарило ингушам, просто оставили и уехали. Вот такое произошло, вот такие события. Теперь, это 1957 год. Теперь дальше. Сегодняшнее соглашение между руководителями двух субъектов, Чечни и Ингушетии, предполагает изъять у Ингушетии в горной части огромную территорию, на которой когда-то проживали, выросли, воспитывались великие ингушские тейпы, такие как Уандалай, Цечой, Мержой и многие другие тейпы. Это огромная территория. Для нас это огромная территория, потому что у нас и так территория маленькая. Теперь, что получается? Вот этот промежуток возле Алкуна, здесь такой хребет проходит 9 километров. Если этот промежуток убрать, Ингушетия будет разделена на две части. И нам придется искать, и нам придется у тех, кто занял нашу территорию,
просить разрешения, чтобы построить дорогу с юга на север. Вот такая метаморфоза произошла с территорией Ингушетии за последние 60 лет. Вот что произошло здесь. Теперь более наглядно мы составили такую небольшую карту. Пожалуйста, покажите. Вот, чтобы видно было. Вот это Ингушетия до 44 года, до 23 февраля. Вот это Ингушетия, которая в 1957 года. А вот это Ингушетия будет, да, которая останется, если действительно эти земли будут отторгнуты от территории Ингушетии. Вот, пожалуйста, вот что, какая метаморфоза, какое изменение, какое изъятие произошло за последние 60 лет. Теперь спрашивается, почему с ингушскими территориями происходят вот такие случаи. Лично я считаю, это слабость наших властей. По первому требованию они готовы уступить любому сопредельному субъекту любую часть нашей территории. Вот нам нужно нормальное, сильное руководство, которое будет защищать наши национальные интересы.